Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите канал Next TV, и в эфире программа «История успеха девушек из Кыргызстана». Я хочу представить гостью нашей студии. Это Айгуль Касымова. Она является экспертом в области международных отношений и конфликтологии. Добрый вечер, Айгуль. Добрый вечер. Спасибо, что согласились прийти в студию и поговорить с нами на столь важную и интересную тему. Спасибо вам. Ну, для начала, Айгуль, расскажите немного о себе, чем вы занимались, какое образование получили. Хорошо, спасибо. Я закончила школу в Америке, не в Кыргызстане, но университет я закончила в Кыргызстане, Американский университет Центральной Азии. Потом я получила степень магистра в Великобритании. И после этого стала работать в таких странах, как Косово, Афганистан, Грузия. И последнюю должность, которую я занимала за пределами Кыргызстана, это было в Риме. Образование вы получили в сфере международных отношений и конфликтологии, да, я так понимаю? Международные отношения. Скажите, пожалуйста, вот как вы шли к своей истории успеха? Насколько это было сложно, или вам все давалось вот как-то легко? Поехали в США, закончили среднюю школу, и так вот у вас все пошло по накатанной, или все-таки были барьеры, трудности? Ну, мне кажется, у каждого человека, конечно, есть свои трудности. Я бы сказала, что большую роль на самом деле играла моя семья. У нас как-то не было такого деления. У меня есть брат единственный, но при этом никогда не было деления между девочкой и мальчиком в семье. Успех, мне кажется, успех — это такая вещь, которую каждый сам себе определяет и ставит цели. Для меня успех, на самом деле, я считаю, что человек должен просто найти себя в этом мире и на самом деле заниматься делом, которое не только любимое, но и приносит какую-то пользу. Если это для общества, даже если это для одного человека принесет какую-то пользу, я считаю это уже успехом большим. Свой путь успеха, я бы не сказала, что это был легкий путь. Там были, конечно, свои трудности, но мне кажется, со временем, особенно с годами, трудности немножко забываются. И такое ощущение, что это было очень легко, это было очень быстро. Но у меня, особенно родители, всегда ставили упор на труд и на учебу. Что всегда надо трудиться и всегда надо учиться. Чтобы знания всегда были новые, всегда было интересно учиться, и также всегда работать над собой и над своими знаниями. Ну, вы проработали в разных странах, и на Балканах, как вы сказали, в других частях света. И, как говорится, ну, издалека виднее, да, вот жизнь в Кыргызстане, немного все по-другому воспринимается. На ваш взгляд, с какими трудностями, проблемами сталкиваются вот девушки, женщины вообще в Кыргызстане? Вы знаете, вот в всех странах, где я работала, там тоже есть очень большие проблемы с равенством, с гендером, потому что многие страны, такие как Косово и Афганистан, это мусульманские страны. И там, конечно, есть разделение, что может женщина, что не может. Это идут также культурные стереотипы, традиции играют большую роль. Религиозные. Религиозные, конечно. Для меня со стороны, когда я наблюдала за всем, что происходило в моей стране, я помню, первый раз я сравнила два законодательства для себя. Это была статья по скотократству и статья по алагачу. И у меня был шок, что скотократство, то есть за скотократство человек мог получить 11 лет тюремного заключения. А за воровство невесты? Ну, тогда старое законодательство, там, максимум там... Это было административное наказание раньше, да, я знаю. Штраф. Да. То есть я не могла поверить, что моя страна ставит скот выше женщины. Конечно, я считаю, что здесь есть очень большие препятствия, но я считаю, что исторически у нас их не было на самом деле. Как кочевники у нас было равенство.
То есть женщина могла заниматься тем же, что и занимался мужчина. Мне кажется, самый большой пример — это Курманджан Датка. То есть у нее после гибели мужа она стала даткой, хотя она могла и не стать. Да, были и другие примеры. Конечно. Уркуя Салиева была председателем Да. колхоза. Вот, и Да. таких примеров десятки можно привести. Согласна, да. И женщина была действительно у нас наравне с мужчиной, и это во внешности проявлялось, это и в отношениях, во всем. Все это просто со временем как-то нивелировалось, да, и вот приобрело такие вот не очень хорошие формы, мягко Согласна, говоря. потому что даже если мы посмотрим на наш фольклор, да, Манас, то есть как в Манасе прописана роль его матери, как прописана роль его жены Ханике, она была его советником. Роль Кыссайкал, это был воин, она покоряла и побеждала людей, которых Манас не мог покорить. Они служили для вас примером? В детстве, частично, более зрелом возрасте? потому что, как бы, смотря на них, я понимала, что женщина может быть и воином, и также может быть советником. То есть одно другому не мешает, я считаю. То есть у нас такие же возможности, как и у мужчин. И я считаю, что в стране, где половина населения женская, и если его игнорируют, то никогда не будет никаких достижений. Ну, а сейчас, как вы думаете, есть притеснение женщин у нас, неравенство? И если есть, в чем это проявляется? Я думаю, что есть, потому что когда я участвовала частью этого проекта, было очень интересно, когда мы ездили в школы и разговаривали и вели беседу с девятиклассниками, услышать их мнение. То есть некоторые говорили: ну да, но женщина должна больше сидеть дома, как бы, когда я вырасту, я стану мужчиной, я буду работать, я буду приносить продукты домой. Женщина может то же самое делать. То есть стереотипы у нас существуют, есть. к сожалению. Да, и это очень печально видеть, что это есть даже в младшем поколении, несмотря на то, что у нас 2019 год. Это говорит о чем? Что нужно уже со школ говорить об этом, разъяснять, объяснять и мальчикам, и девочкам, да? Что каждый человек — это личность и так далее. Да, я тоже согласна с этим, потому что на самом деле, знаете, когда мы говорим о неравенстве, мы зачастую говорим о делении. В Кыргызстане готовы вообще открыто обсуждать вот тему гендерного равенства? Я считаю, что общество готово. Просто здесь иногда идет конфуз, что гендерное равенство это идет только о правах женщин. На самом деле это неправда. Гендерное равенство, оно называется так, потому что это равенство и мужчины, и женщин. Конечно. Зачастую в многих странах происходит такое, что люди начинают повышать квалификации женщин, при этом забывая мужчин, и, конечно, у них идет комплекс, у них идет такое отношение к женщинам, что больше обучения дают им, дают больше возможностей. То есть есть перегибы тоже, конечно. Да? Скажите, на ваш взгляд, как мы можем повлиять вообще на ситуацию, чтобы вот выправить вот эти вот стереотипы, те проблемы, которые сейчас существуют в нашем обществе, именно в плане гендерной чувствительности, равенства? Ну, я буду использовать, кстати, то, что вы сказали, что на самом деле это должно начинаться и в школах, в университетах. Это должно стать привычкой, частью общества, что люди будут обсуждать эти вопросы. И при обсуждении этих вопросов они не всегда будут думать, что у некоторых иногда идет конфуз, что это феминизм, да. Вот даже на Западе иногда говорят, что само слово феминизм, оно немножко испортилось. Есть люди, которые поддерживают это, есть люди, которые не согласны с этим, но я считаю, что в нашем обществе это на самом деле должно начинаться изнутри, как у нас всегда, или как мне говорили в детстве, наша семья — это наше государство. Пусть оно начинается. Да, семья — ячейка общества, раньше говорили. Вот пусть оно начинается с семьи, потом это продолжается в школе, в университете, потому что это должно стать нормой. Что повлияло на вас больше? Семья,
может быть, работа за границей, либо среда, вот в том плане, что вы реализовались как женщина? Влияние, мне кажется, оно было со всех сторон. Конечно, семья повлияла на это, но также я считаю, что свое желание и вот эта цель чего-то добиться и посмотреть мир, и при этом послужить кому-то, то есть не только работать для себя, а приносить какую-то пользу. Участие в этом проекте «История успеха», как оно вообще повлияло вот на тех, кто в нем участвовал, насколько это вот подтолкнуло и помогает решать вот вопросы равенства? Вы знаете, я думаю, что это очень хороший проект. Их должно быть больше, но как бы я бы также хотела видеть в таких проектах мужчин. Потому что, понимаете, когда женщина говорит о своем успехе, мы до сих пор живем в том социуме, где не только женщина, даже мужчина, люди могут подумать, что ты хвастаешься, правильно? Что ты говоришь только о себе, я. А если ты ставишь мужчину, который будет говорить о том, что должно быть гендерное равенство, мне кажется, тот человек, который слышит эту лекцию, или кто пришел на эту лекцию, особенно школьники, особенно мальчики-школьники, они уже будут думать по-другому. Когда это говорит женщина, конечно, они воспринимают воспринимается по-другому. Да, согласна. Я бы в детстве воспринял, ну, женщина, она больше вот о себе беспокоится, о своих там близких, подругах вообще, да, конечно, о женщинах, да. понимаете? Поэтому как бы вот я считаю, что это шикарный, очень хороший проект, их должно быть больше, но в то же время они должны вовлекать мужчин, тоже молодых парней, которые успешны, но которые также будут говорить о гендерном равенстве, потому что восприятие будет И что немаловажно, другое. Говорить о своих примерах, да? Служить сами образцом, можно сказать. Может быть, громко сказано образцом, но чтобы, глядя на таких мужчин, мальчики, девочки, школьники, они тоже видели пример положительный. И брали как за модель, может быть, даже. Да, потому что, знаете, мне кажется, сейчас в нашем социуме люди должны понимать, вот вообще сама концепция брака, да, она исторически была более как коммерческая. Да, то есть люди объединялись для союза или там для какой-то коммерции, для каких-то отношений, да. Профсоюзы объединялись. Может быть, не знаю. Но сейчас, в данный момент, вот это партнерство, оно должно быть равным. И мне кажется, в этом и есть красота. Конечно, женщина есть некоторые женщины, которые хотят быть слабее, которые, может, и не хотят работать. То есть, опять, мы не должны осуждать. В этом и состоит вся концепция вот этого равенства. У человека, у каждого есть свой выбор. И мы не смеем осуждать, если кто-то выбирает быть женой и матерью, а кто-то выбирает, чтобы быть директором и продвигать экономику страны, например. Домохозяйка — это тоже очень сложная и ответственная работа, поэтому нельзя принижать эту роль. Роль матери, тем более, роль матери, если она многодетная, это ведь тоже большая польза для общества. Да, согласна, конечно. Скажите, пожалуйста, Айгуль, насколько вот пример другого человека, да, мы уже немножко об этом говорили сегодня, может мотивировать девочек, мальчиков, допустим, быть похожими на них, как-то вот менять ситуацию, менять свое отношение? Я думаю, что как бы это играет большую роль. Но самое главное, когда кто-то приходит как спикер и идет аудитория, мне кажется, очень важно найти вот эту связь. То есть надо, чтобы они смотрели на тебя и воспринимали тебя как своего друга, как собеседника. И тогда, после того, как эта связь уже существует, то быть примером, мне кажется, тогда легче. Говоря об этом проекте, какие недостатки вы видите в нем?
Ну, наверное, самый большой недостаток и единственный недостаток в моем понимании это то, что не было мужчин. Да, вы уже говорили об этом. Да, я думаю, было бы классно, если бы в тандеме выступали спикеры. Вот выходит девушка и выходит парень. Она успешна, он успешный. И они ведут беседу. Они могут и дискутировать, да, иногда между Конечно, собой, да. что тоже хорошо для критического мышления. Конечно. Особенно, когда в аудитории идет вопрос, например, в нашем случае был, я помню, мне задавали вопросы, есть ли у меня муж, потому что, может быть, для некоторых это считается успехом. Важно? И важно, да, конечно. И тогда, например, если бы мужчина мог сказать, хороший вопрос, ну как бы... Не имеет отношения к делу. Да, не особо имеет отношение к успеху. Есть женщины, которые и замужем, и успешные. Есть те, которых нету мужей и успешные. То же самое и с мужчинами. Ну и в заключение нашей программы, что бы вы хотели сказать вот подрастающему поколению Кыргызстана? Я бы очень много хотела сказать, очень много хотела пожелать, но... Ну вот такие вот основные какие-то советы, Основные. которые вы считаете важными. Мне кажется, самое важное — это быть собой, быть самим собой. То есть мир меняется. Мы должны понимать, что наше поколение, новое поколение, оно будет меняться. Их не надо осуждать, наоборот, надо с ними вести беседу. Это новое поколение. И мне кажется, самое главное для них — это знать, кто они, и знать, что никто не имеет права на самом деле осуждать их. Мне кажется, вот это самое главное. Потому что когда ты осознаешь, что никто не имеет права тебя осуждать, кроме тебя, то и поступки у тебя идут другие. Никто не имеет права давить. Да, давить, Правильно. конечно. Любое давление, оно делает человека несвободным, правильно? Да. А если нет внутренней свободы, то Да. это тормоз для любого развития. Да. Это и в учебе тормоз, Да. и в работе, и в общении, ну, во всем буквально. Да. И самое главное, не ставьте рамки, потому что они всегда разрушаются, и тяжело быть в рамках. Мне кажется, мы живем в очень хорошем мире. Вот, ну, страна у нас красивая, люди у нас хорошие. Свободные не надо ставить вроде бы, вот да? эти рамки. Да, конечно. По сравнению с другими странами у нас есть вот эта свобода, и ей надо пользоваться, и ее надо уважать и ценить. И надо стремиться быть внутренне свободным человеком, Да. согласен. И успех определяете вы. Все, никто другой. Если для вас успех — это быть счастливым человеком, это ваш успех. Все. Никто не имеет права подходить и говорить, ты успешный, а ты не успешный. Потому что успех как бы определяете вы. Все. Спасибо вам большое за Спасибо отведенное вам. время, за беседу. Ну, а нашим телезрителям мне остается пожелать тоже быть счастливыми, все в ваших руках. И до новых встреч в эфире. До свидания.